провели исследование и выяснили, что с каждого ученика получается по 2 килограмма макулатуры. И в классе у нас 33 ученика. Получается 66 килограммов макулатуры. Мы каждый день сталкиваемся с бумагой. Но что мы знаем о бумаге? Бумага приходит к нам во всем разнообразии видов и форм. И у нас дома скапливается много бумажных отходов. И поэтому было решено попробовать в домашних условиях сделать бумагу. Давайте я вам покажу задачи исследования, показать применение полученной бумаги. Полученной бумаги объектом исследования является ненужная бумага, это макулатура. Предмет исследования является возможно вторичного использования бумаги. Ребята, давайте я вам расскажу краткое развитие бумаги. Бумагоделание была перенесена из Китая в соседнюю Корею, а затем во Вьетнам, Японию и Индию. В конце XII века крестоносцы принесли ее изготовление в Германию, откуда она разошлась по всей Европе. Со временем были всевозможные методы и созданы разные машины для выпуска бумаги. Один из самых важных стал станок, позволяющий делать длинные и очень тонкие листы бумаги. Его изобрели во Франции в 1798 году. С X века в Китае начали изготавливать пищевую бумагу из бамбука, рисовую или пшеничную солому, используя в производстве бумаги. Мы сегодня на примере покажем, как из ненужной макулатуры сделать бумагу для использования. Что нам потребовалось? Губка, крахмал, теплая вода, перчатки, Морская миска, палочки, салфетки, фен, палка, 2 рамки, сетка, блендер, клей, ножницы, ложка. Так, давайте, ребята, приступим к работе. Давайте. Для начала нам нужно одеть перчатки для безопасности. Для начала мы возьмем бумагу, которую порвали на кусочки. Добавляем в миску блендера. Полей немного воды, пожалуйста. Хватит. Добавляем еще немного и приступаем. Крахмал добавьте еще. И начинаем. Готово. У нас получилась такая смесь. Для нее нам пригодились наши старые тетради, вода и крахмал. Полученную смесь мы добавляем в воду. Перемешиваем. Можно и рукой.
Открываем полотенце. А теперь нам нужна губка. Выжимаем и делаем опять то, что мы делали первый раз. Выжимаем лишнюю воду. Вот такая у нас будущая бумага получилась. Для полного высыхания оставим до завтра. Пойдемте, ребята. Ребята, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такая у нас бумага получилась. Мы с вами показали на примере экспериментов в лаборатории, как можно использовать вторичную использованную бумагу. С этой бумаги в дальнейшем мы можем сделать различные подделки.